Лето, август. И вы, наверное, задаетесь вопросом, чем же занимается студент аграрного университета? Отдыхает? Нет, он проходит практику вот на этом красавчике. Друзья, именно мы здесь, чтобы пообщаться с ним, с нашим студентом. Пойдем скорее. Вы посмотрите, какие лучезарные, какие яркие у нас студенты, которые проходят практику. Скажи, пожалуйста, какой для тебя самый идеальный день? Красивая девушка была рядом, конечно же, комбайн на ходу. Вот! Цитата великого человека. Это очень редкие кадры. Студенты-комбайнеры, как говорится, делают разминку перед тем, чтобы выехать на поле, друзья. Смотрите, жгут резину. Мы продолжаем искать студентов, которые работают на полях. Прекрасная погода, но не можем найти студентов из аграрного университета, которые работают на полях. Где же они? По звукам слышно. Вот же они. Стой! Стой! Идемте, идемте. У нас есть уникальная возможность пообщаться. Здорово! О, Вадим, здорово! Извини, что прервали такую жаркую пору нашего труда благородного. Скажи, пожалуйста, ты гоняешь на такой красивой ласточке. Ты ее как-то ласково называешь? Ну, конечно, у каждой техники есть свое ласковое название. Я его просто называю Макдончик. Вот же, здорово на самом деле. И, конечно же, меня интересует вопрос. Вот все-таки скоро сентябрь, скоро учеба начинается. Как же сложно из кабины комбайна пересесть на университетскую скамью? Ну, как тебе сказать, Максим, я бы лучше целый год на этой технике работал. Но, как говорится, учение свет, учиться надо, а для всего голова. Ой, как сказал. А вот все-таки я знаю, что ты поступил на магистратуру после агроинженерии. А почему решил вот все-таки на магистратуру пойти? Ну, я сделал для себя решение, что поступлю в магистратуру после окончания бакалавра. И потому что на магистратуру можно получить еще дополнительное обучение и опыт набрать зарубежных странах. Ой, как здорово. А вот все-таки многие ребята меня спрашивают и хотят поступить в наш университет. Все-таки что ты им пожелаешь? Ну, пожелать им успехов, чтобы они поступили, желаем в факультет. Например, я сам поступил на механический факультет и ни капли об этом не жалею, потому что данный факультет дает целый багаж знаний, которые в дальнейшем пригодятся в нашей жизни. Здорово. Ну, я извини, что тебя прервал. Тебе, Да, кажется, ничего страшного. самого благородного труда. Кормить надо страну, кормить семью. Спасибо, Димка. Давай, тебе удачи. Счастливо. Как говорится, Максим, война войной, а горох не ждет, копить надо. Ладно, давай, Вадимка, спасибо. Лёх, скажи, пожалуйста, а где магнитола, музыка? Где вот музыка? Вот такое вот музыкальное настроение. И на поле. У нас действительно редкие кадры. Мы сейчас будем общаться со студентом-комбайнером. И, Лёша, привет. Очень рада, что ты уделил нам время. Скажи, пожалуйста, как у тебя начинается день комбайнера? День комбайнера начинается с технического осмотра техники, с проверки масла, гидросистемы в двигателе, проверки антиприза. Далее мы переходим к осмотру всех элементов, ремней комбайна. Ну и если мы находим какую-то неисправность, мы устраняем ее и выезжаем в поле. Лёш, скажи, пожалуйста, лето, уже август. И как проходить практику в такое солнечное время года? В первую очередь нас спасает кондиционер, потому что в кабине действительно бывает очень жарко, пыльно, душно, но наш комбайн современный, так скажем, и все системы способствуют комфортному передвижению по полю. Вот. Получается, Лёш, это ты же кормишь страну? Да. Вот вы заходите в магазин и видите на прилавке хлеб, а он действительно начинается с меня. Слушай, у меня прям сейчас мурашки. Это действительно редкие кадры, друзья. Вот так вот быть студентом аграрного университета — это очень круто.